Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, мы будем начинать. Доброе утро. Мы начинаем нашу дискуссионную площадку, открываем ее. Мы рады приветствовать всех присутствующих, и мы ждем еще больше людей, больше специалистов, больше профессионалов на работу под площадок. Каждый из вас наверняка получил программу, да, и вы можете составить представление о том, каким образом будет работать в настоящее время площадка. Ну а в первую очередь, конечно, я хочу представить слово для приветствия ректору Коми Республиканского института развития образования Галине Владимировне Пригородской. Добрый день, уважаемое профессиональное экспертное сообщество Республики Коми. Нам сегодня очень важно, что впервые мы именно вместе с вами включаемся в работу дискуссионной площадки, которая носит наименование «Методический коворкинг». Сегодня с нами вместе будут работать все председатели республиканских методических объединений. На каждой площадке будут представлены члены Советов РМО по каждой предметной области. Общее количество зарегистрированных на все площадки уже достигает 120 человек. На каждой площадке будут подключения муниципальных образований. Конечно, хочется вам пожелать, чтобы вы обсуждали результаты деятельности РМО за прошлый учебный год. Вы действительно создали экспертное методическое сообщество. Сегодня мы можем сказать друг другу слова благодарности за то, что это экспертное сообщество определяет формирование единого методического пространства в нашей республике. Нам очень важно, что в контексте задач, которые стоят сегодня перед системой образования, вы включились в обсуждение предметных концепций. Вы представляли именно те технологии, которые сегодня определяют деятельность каждого педагога по обновлению своей деятельности в части методологии. Но какие задачи стоят перед нами на следующий год? Уже подведены итоги всех оценочных процедур за прошлый учебный год. Мы знаем все образовательные результаты в разрезе каждого муниципального образования. И вот я хотела бы с вами именно этот вопрос обсудить, уважаемые коллеги. Мы знаем, что у наших педагогов есть профессиональные дефициты. И вот тот массив диагностических процедур, который позволяет уже нам выстраивать работу на следующий учебный год, должен стать основанием для построения вашей методической работы. Вы лидеры профессионального сообщества. И теперь надо дойти до каждого педагога. Действительно дать тот инструментарий, который позволит каждому педагогу на своем рабочем месте использовать именно лучшие практики, которые вы не только должны обсуждать, но которые вы должны транслировать на уровне Республики Коми. Уважаемые председатели РМО, я очень прошу ознакомиться с данным массивом данных, потому что действительно мы осознаем, что именно ваша работа позволит нам выстроить именно систему единого методического сопровождения каждого педагога Республики Коми. Все муниципальные образования включены в единое методическое сообщество. Есть проблемы по коммуникации. Есть, конечно, проблемы по включению каждой образовательной организации в РМО. Поэтому, уважаемые председатели, ставьте эти задачи перед коллегами, обозначайте пути развития
наших республиканских методических объединений. Уважаемые коллеги, я очень надеюсь, что сегодня на 5 площадках вы поработаете очень результативно. И я надеюсь, что вы представите предложение в резолюцию нашего форума. Нам очень важно, что данная площадка работает в рамках форума образования, государства и общества. И сегодня перед нами стоят именно общие задачи. Задачи обновления содержания образования. Именно от вас зависит, каким образом каждый педагог Республики Коми будет работать именно на систему качества образования. Коллеги, я вам желаю, конечно, успешной плодотворной работы, получить профессиональное удовольствие сегодня от работы на площадках. Спасибо, удачной работы. Спасибо. Благодарим вас, Ирина Владимировна, и мы продолжаем. Оставляем слово для основного доклада Гаговой Марине Анатольевне, проректору по образовательной деятельности Коми Республиканского института развития образования, кандидат педагогических наук. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня вопросы обновления содержания образования стоят на первом плане в системе образования. Стратегические цели развития системы образования обозначены в указе президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года. Основной целью по отрасли образования обозначено обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. Национальный проект в сфере образования ставит 3 основных задачи. Во-первых, необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. Во-вторых, обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. И третья наша с вами основная задача – воспитать гармонично развитые и социально ответственные личности на основе духовно-нравственных ценностей. Все это возможно достичь только при главном условии. Это создание единого образовательного пространства. Для этого необходимо сформировать эффективные механизмы управления системой образования, чтобы обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования. Наверняка каждый из вас ставит так или иначе перед собой вопрос: зачем совершенствовать школьное образование? Может быть, все и так неплохо на сегодняшний момент. Но помня цель, в 2024 году мы должны обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, мы должны понимать, что качество общего образования складывается из 2 основных позиций. Во-первых, мы должны сохранить лидирующие позиции в международном исследовании математического и естественно-научного образования ТИМСС. И во-вторых, мы должны повысить позиции наших ребят в международной программе по оценке образовательных достижений по естественно-научной грамотности ПИЗа. Что для этого необходимо сделать? Каковы же ключевые факторы повышения результатов? Во-первых, это стандарты. На сегодняшний день стандарты совершенствуются, в них прописаны требования к результатам, в них обозначено уже содержание образования и требования к условиям обучения. Второй важный компонент – это учебники и пособия, которые должны проходить научную и педагогическую экспертизу, регулярно обновляться и актуализироваться. И сегодня вопрос об учебниках и об учебных пособиях мы также обсудим в рамках нашей площадки. В-третьих, это объективная оценка. Объективная оценка образовательных результатов учеников, но не только учеников. Также мы должны объективно оценивать компетенции учителей. И мы должны разрабатывать механизмы обеспечения качества образования и также их объективно оценивать. Сегодня выстраивается новая модель образования на основе современной образовательной парадигмы. Она предполагает формирование мотивированной личности, способной быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся информационном пространстве, способной получать, использовать и создавать разнообразную информацию,
способные принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полученных знаний, умений и навыков. Каковы же ключевые элементы механизма обновления содержания образования? На данной схеме представлено ассоциации предметников осуществляют общественно-профессиональную экспертизу. Региональные учебно-методические объединения осуществляют научно-методическую экспертизу регионального уровня, а федеральное учебно-методическое объединение осуществляет научно-методическую экспертизу федерального уровня. Разрабатываются концепции обновления, модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов и предметных областей. Эти концепции определяют требования к результатам, определяют требования к разработке примерных основных образовательных программ, к разработке контрольно-измерительных материалов, учебников и учебно-методических пособий. Следующая схема на следующем слайде показывает нам, как взаимодействуют между собой различные механизмы в разработке основной нашей образовательной документации. Федеральный государственный образовательный стандарт обозначает нам основные рамки, регламенты, требования и результаты. Но за рамками стандарта остается вопрос, как учить, какие ресурсы использовать, что оценивать. И вот здесь как раз на помощь нам приходят концепции предметных областей, которые разрабатываются в рамках действующих норм права. Концепция предметных областей представляет собой меморандум, соглашение, договоренность профессионального сообщества о том, как именно учить, какие методы, какие комбинации, ресурсы, технологии, способы, формы, показатели оценки использовать. На основе концепций осуществляется доработка и совершенствование федеральных государственных образовательных стандартов и осуществляется создание стандарта нового поколения. На основе предметных концепций разрабатываются примерные образовательные программы, которые определяют, по какому алгоритму, последовательности, с каким примерным содержанием и наполнением учить. Рабочая образовательная программа определяет, каким образом учить при наличии имеющихся ресурсов, средств и наработок. При необходимости осуществляется доработка концепций по результатам анализа практики и образовательной деятельности. Вот таким образом, создание и реализация концепций модернизации содержания и технологий преподавания учебных предметов, предметных областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом мы можем рассматривать как эффективный, концептуально обоснованный механизм обновления содержания общего образования и актуализации методических и дидактических подходов к организации предметной подготовки обучающихся. Концептуальный уровень стратегии развития общего образования должен базироваться на современных научных исследованиях и разработках. Что же такое концепция применительно к образовательной отрасли? Во-первых, концепция имеет единый замысел, то есть какую-то единую порождающую идею. Во-вторых, концепция представляет собой систему принципов разного уровня. Это могут быть принципы аксиологического, то есть ценностного характера, методологического, теоретического, эмпирического. Концепция является основой для определения содержания образования, организации его системы и управления ею. Именно на основе концепции создается терминосистема, отражающая как теоретический, так и эмпирический, технологический уровень образования. Именно концепция предусматривает изменение существующих оснований, выступая при этом новым шагом в развитии науки и практики, теории и технологий. На данном слайде отмечено, что определяет предметная концепция, каковы ее функции. Предметная концепция определяет место учебного предмета или предметной области в системе знаний о мире. Предметная концепция определяет цели и задачи учебного предмета предметной области. Предметная концепция определяет основные содержательные линии учебного предмета предметной области.
приоритетные направления и методы в преподавании учебного предмета предметной области, требования федеральных государственных образовательных стандартов к результатам обучения по основной образовательной программе, требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. Также концепция определяет рекомендации по использованию учебников, учебно-методических комплектов, требования к их разработке, включая электронные образовательные ресурсы. И именно предметная концепция определяет наиболее эффективные подходы к преподаванию учебного предмета, предметной области и рекомендации по их использованию. Каким же образом мы с вами можем организовать деятельность по реализации предметной концепции в образовательной организации? Первым шагом является обсуждение концепции в методических объединениях. Вторым шагом будет разработка и корректировка основной образовательной программы образовательной организации с учетом концепции. Третьим шагом будет внесение изменений в рабочую программу и ее разработка. Далее следует реализация обновленного содержания образовательной деятельности, в учебной деятельности, во внеучебной деятельности, и обязательно идет организация контроля за результатами. За результатами личностными, метапредметными, предметными. Но существуют определенные проблемы в сопровождении процесса совершенствования содержания предметных областей и технологий преподавания на основе предметных концепций. Наверняка многие из этих проблем вам знакомы. Недостаточно используется системный подход, не рассматривается весь спектр условий и факторов. Не выстроена вертикаль методических объединений по предметам. Об этом, наверное, тоже сегодня вы будете говорить, и это будет построение этой вертикали будет основной задачей на текущий учебный год. Не все профессиональные объединения работают с профессиональными дефицитами и с дефицитами образовательных результатов обучающихся. Не всегда поступают предложения по их устранению, не всегда поступившие предложения реализуются. Также мы наблюдаем часто низкую мотивацию педагогов к общению, нехватку времени, недостаточно лидеров-профессионалов, которые могли бы повести за собой. Некоторые педагоги не желают делиться своими наработками, своим опытом. Это перечень проблем, конечно, можно продолжать, да, и у каждого методического объединения наверняка будут еще какие-то свои проблемы, которые вы сегодня должны будете обсудить и наметить пути их решения. Обсуждение концепции модернизации содержания технологий обучения в Российской Федерации осуществляется на сайте predmetconcept.ru. На этом сайте мы можем найти все разработанные концепции и можем посмотреть, как проходило их обсуждение в разделе «Архив». Все новые материалы размещаются непосредственно на главной странице сайта. Вот буквально неделю назад, 25-26 сентября, проходил съезд представителей общественно-профессиональных сообществ, предметных ассоциаций, учителей и преподавателей учебных предметов. 2 дня 450 делегатов из 47 регионов обсуждали проблемы организации профессиональных сообществ по сопровождению предметных концепций. В этом съезде приняли участие представители общественно-профессиональных сообществ учителей и преподавателей учебных предметов, руководители общеобразовательных организаций, преподаватели и руководители образовательных организаций высшего и дополнительного профессионального образования, реализующие программу подготовки и повышения квалификации учителей, сотрудники научных организаций, специалисты методических служб, региональных учебно-методических объединений, институтов развития образования и органов управления образованием различных уровней. Основной вопрос, который обсуждался на последнем съезде, съезды проходят регулярно, каждый год, это создание профессиональных сообществ. Под профессиональным сообществом понимается группа людей с
вступающих в коммуникацию с целью обмена опытом и практиками, выработки знаний и поиска новых, более эффективных подходов к решению поставленных профессиональных задач. Мы с вами профессиональное сообщество? Конечно. Но тогда профессиональное сообщество должно предполагать еще и механизм для развития группового взаимодействия педагогов и стратегии улучшения школьного образования. Это будет нашей с вами задачей. Профессиональное сообщество – это профессионалы, отличающиеся желанием и способностью взять на себя ответственность за происходящие в профессиональной сфере изменения, участвовать в реализации государственной и региональной политики. Готовы мы к этому с вами? Готовы. Я желаю вам успешной работы в рамках нашей сегодняшней площадки. Обсудите те вопросы, те проблемы, которые возникают при реализации предметных концепций. И, конечно, необходимо нам выработать стратегии по решению этих проблем, обозначить основные задачи на текущий учебный год. Благодарю за внимание. Этот разговор продолжится на наших подплощадках. И вот то начало, которое Марина Анатольевна сейчас положила этому разговору профессиональному, оно должно получить свое развитие именно вот в том важном разговоре, который состоится в аудиториях. И кульминацией, я думаю, что будет завершение работы нашей площадки, именно обсуждение предложений по работе республиканского методического объединения, муниципальных и школьных методических объединений учителей по предметам. Сейчас я хочу предоставить слово Анне Викторовне Чураковой, нашему гостю, генеральному директору Коми республиканской типографии, с небольшой информацией о том, какие издания могли бы быть полезны педагогам вам в вашей работе. Здравствуйте, меня зовут, как вы уже сказали, Чуракова Анна, я генеральный директор Коми республиканской типографии. Меня попросили сегодня выступить, собственно говоря, рассказать про то, какие книги о Республике Коми мы делаем, какие книги для использования в школах, которые также одобрены Министерством образования Республики Коми. Я думаю, что... Так. Маленькая заметочка. В общем, я вам буду рассказывать немного о книгах. Если будут вопросы, я готова ответить на любую из них. И мы передам, пустим книжки, чтобы вы посмотрели. Но я думаю, что такую вы видели наверняка все. Это удивительная Республика Коми. Она на сегодняшний момент является самой продаваемой книгой о Республике Коми. Уже больше 10 тысяч экземпляров было продано. Очень простым языком собраны очень интересные факты о Республике Коми. Ну, например, вы знаете, что у нас есть внутренний океан? Нет, не знаете? У нас есть внутренний океан, у нас есть группа болот, которая называется «Океан». У нас водятся креветки в Республике Коми, недалеко, под Ухтой, всего в 60 километрах. Поэтому там очень много интересных фактов, действительно сделано очень простым языком, иллюстрировано интересными картинками. Еще одна книга «Популярная история Республики Коми». Тоже, наверное, многие видели. Это книга о истории Республики Коми, также написана довольно простым языком, иллюстрированная яркими рисунками. В работе над этой книгой принимали участие наши ученые, и Жеребцов, который является одним из авторов, Рогачев Михаил Борисович, Васков. Все даже рисунки, выверенные нашими этнографами, абсолютно соответствуют действительности. Здесь очень много рэперных точек относительно истории Российской Федерации, для того, чтобы история укладывалась лучше, потому что историю России мы, к сожалению, знаем лучше, чем историю своего края. Я вам не буду рассказывать все, что на экране. Там видно задних рядов вообще или нет? У вас телевизор. Простите.
Если будут какие-то вопросы, вы задавайте по ходу. Вот, собственно говоря, вот эта новая книга, которую мы выпустили пару недель назад, презентация которой будет только в эту субботу. Это рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь Республика Коми в вопросах и ответах. Она создана в форме activity викторины. Собственно говоря, там интересные факты, любопытные факты, есть задания, но основное это тесты. Тесты, которые позволяют вообще проверить свои знания о Республике Коми. Вот, собственно говоря, я говорю, что мы издали ее 2 недели назад, но сейчас уже используется 2-ми, 3-ми классами в качестве учебной рабочей тетради для проработки заданий по курсам краеведения, край, в котором я живу, в частности. Еще одна интересная книжка, ну, собственно говоря, это была первая раскраска, которую мы сделали на реалиях Республики Коми. Эта книжка имеет сюжет, полностью основана на Республике Коми. Тут интересные вещи, написаны очень простым языком, она для дошкольников и для начальной школы. Я очень часто встречаю на партах первоклашек такие книжки, они изучают, собственно говоря, край родной, вот по, собственно говоря, вот такой раскраске. Еще одна даже серия книг, которую мы сделали совместно с Министерством национальной политики. Здесь собраны сейчас 3 книжки. Коми-национальные орнаменты, детские игры и игрушки и коми-национальный костюм. Также в очень простой форме, с интерактивными заданиями, дается материал именно по краеведению. Когда мы делали презентацию первой книги «Коми-национальный орнамент», делали ее в библиотеке Маршака, были дети 2 класса, и, ну, собственно говоря, мы рассказывали про орнаменты, что ими можно, в принципе, даже писать. Было такое оживление, что теперь мы выучим его и будем писать друг другу записки на орнаментами, и учитель даже не поймет, что мы пишем. Такое вот интересное восприятие детей. Также раскраска Сыктывкар. В планах нам бы, конечно, хотелось сделать по всем городам и муниципальным образованиям Республики Коми, но пока она существует только про Сыктывкар, но очень активно также используется в образовательных процессах, потому что здесь содержатся символы Сыктывкара, по тематическим разворотам содержится про театры, про храмы, также содержится карта центральной части города. А самое главное, она очень яркая. Тут есть подсказки, как здания в реальности выглядят, и можно рассказывать согласно подсказкам. Это проект тоже этого года. Книжка называется «ИРКАП». Это первая книга из проекта. Мы решили забрендировать карту Республики Коми сказочными персонажами. Как ни удивительно, точно такой же проект в этом году презентовала наша национальная библиотека, похожий проект. Поэтому они, в общем-то, друг другу вторят, абсолютно не противоречия друг другу. Это книга «Сказка». Сказка на основе легенды про Иркапа, но она написана и адаптирована к детскому восприятию, то есть она с хорошим концом, но абсолютно соответствует действительности. Здесь является научным руководителем Лимеров Павел. Содержит карту Республики Коми, где указано, где происходили, собственно говоря, события. А в конце книги есть описание, что такое Синдерское озеро. То есть мы хотим забрендировать всю карту Республики Коми вот такими вот персонажами, для того, чтобы, во-первых, через мифы и легенды, через
сказочных персонажей наши детки лучше, собственно говоря, ориентировались в республике, а дети зачастую воспринимают именно по сказкам лучше, чем по серьезным рассказам, скажем так. В этой книжке оживают картинки, так же, как и в популярной истории Республики Коми, я забыла вам сказать. С помощью мобильного приложения, абсолютно бесплатного, comitip.ru, точно такой же, как наш сайт, ну вот, в частности, неандертальцы в популярной истории Республики Коми на 11 странице начинает греться у реального костра. Он шумит, он горит, а здесь вот, например, лягушка ловит муху и еще много что другого. Такая вот интересная книжка. Эта книга, она переиздание уже существующей книжки, также коми-сказки, коми-народные сказки. Здесь рисунки Мошева, который считается, собственно говоря, одним из таких знаковых художников, скажем, в иллюстрации наших мифов и легенд. Интересная книжка, пересказ Любарской, тоже очень интересная женщина. Я не знаю, каким образом ее занесло в Республику Коми, почему она делала пересказ именно нашего, но вот, в общем, все, наверное, знают сказку «Путешествие Нильса с дикими гусями», так вот, пересказ этой сказки также делала она, перевод этой сказки, поэтому очень интересно тоже был материал. Мы ее решили переиздать, собственно говоря, это сделали. Ну, еще покажу вам экологический проект, который мы также делали. Это «Как мусор надо разделять, планету чисто сохранять». Здесь это такое пособие, также с интерактивными заданиями, которые на абсолютно наших реалиях, с нашими мусорками, реально выглядящими именно так, как они сейчас есть. Раздельный сбор мусора у нас в Республике Коми осуществляется уже в 4 муниципальных образованиях, да, в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Усть-Куломе. Поэтому, вот, собственно говоря, мусорные бачки выглядят именно так, и очень многие говорят, там, мы хотим разделять мусор, но не понимают, что можно разделять и что можно класть в макулатуру, а что нельзя. Например, салфетки в макулатуру нельзя. И очень много другого, чего мы не понимаем. Пластик, бутылки, да, из растительного масла нельзя. Ну вот у меня ребенок, например, в 1 классе они занимались по этой книжке, то она нас заставила сделать раздельный сбор мусора. То есть, когда приходит ребенок со школы и рассказывает, что его надо делить, ты же ему не скажешь, что нет. То есть, раз так правильно, значит, надо делать. Поэтому через детей, собственно говоря, вот эту вот довольно сложную экологическую проблему с нашими отходами можно решать. Ну, такую книжку вы тоже наверняка уже видели, она переиздается уже в 4-й раз. Это пословицы и поговорки на 2 языках, вернее, это коми. Пословицы и поговорки, переведенные на русский язык. Кто-нибудь из вас те книги, которые я показываю, видел? А поднимите руку, вот я вот что-то 2 руки только увидела, что неужели никто? Практически. Все. Понятно. Вы говорите, оба издания. Да. Оба издания. Пользуетесь? Ну, это немножко такая уже подарочная книга, но покажу вам ее тоже. Это финно-угорские кухни. Здесь есть также Республика Коми, но кроме нее есть еще и саамская кухня, мордовская кухня и много какие другие еще интересные такие вещи. Ну и вот такой самоучитель, тоже мы переиздавали, самоучитель для взрослых по коми-языку.
В общем, мы вас призываем активнее использовать те материалы, которые мы изготавливаем. Мы все делаем для того, чтобы до вас доходили эти книги, доходили по адекватным ценам. К сожалению, цены магазина мы не регламентируем, и наценки там начинаются от 100%, поэтому, если есть желание, вы можете покупать напрямую у издательства. Собственно говоря, цена будет ниже. Цены я показывала. Анна Викторовна, скажите, пожалуйста, а работаете ли вы каким-то образом по интернету? Можно ли заказать, купить эти книги? Можно заказать и по интернету, да, можно заказать, вот, написать в группу ВКонтакте, мы вам вышлем. На самом деле мы рассматриваем разные варианты. Интернет-магазин у нас заработает с начала года более удобный, у нас будет сайт издательства другой, обновленный. А пока вот я предлагаю вам пользоваться вот телефоном и группой ВКонтакте. Мы на самом деле пытаемся действительно достучаться, чтобы для детей было доступнее все это. Все, что я вам показывала, оно имеет действительно доступные цены. То есть раскраски, они там 45-50 рублей стоят. Это очень доступная цена. Действительно, 45-50, я, простите, что встреваю, но мы их покупали, вот я покупала за 90, то есть получается, да? Где за 45-50 нужно? Ваша типография? Да, вот типография можно купить за эти деньги. В магазинах они делают наценку от 100% и выше. Это не наши магазины, мы регламентировать это не можем. Да. У нас нет своего магазина, у нас есть склад готовой продукции, который находится на Савина 81. Это... все, наверное, знают, где находится Скала. А с розницей работает данный склад? Нет? Да, также можно приобрести от одной книги, ну, сколько угодно на самом деле. От одной книги склад работает. Единственное, что он находится по дороге в лесозавод, Савина 81, это спортивный центр Скала, но там есть указатели. Если у кого-то возникнут вопросы, вот еще раз запишите телефоны. Потому что к нам приходят, покупают классами обычно, да, то есть вот для работы в классе, но и приходят, покупают по одной штуке. А то, что в магазинах за 90 рублей покупают, ну, в общем, действительно, у нас и в магазинах очень хорошо покупают, но это только говорит о том, что, в общем-то, качество продукта достойное, и его покупают в 2 раза дороже, чем мы его предлагаем. Спасибо большое, Анна Владимировна. Викторовна. Ой, простите, Викторовна. Услышали, я думаю, кому нужно. Я вот оставлю вам еще, простите, я вам оставлю еще вот прайсы, да, наши прайсы, чтобы у вас они были. Спасибо. Телефоны записали. Благодарим вас. Как мы будем собирать данную литературу сейчас? Я думаю, что нужно будет в конце того, когда мы начнем расходиться, да, сложите, пожалуйста, вот все сюда. Хорошо? Да. Да. Ну что ж, мы продолжим и перейдем к непосредственной цели нашей сегодняшней встречи. Сейчас начнется работа по подплощадкам. Вы обратили внимание на то, что сегодня мы обсуждаем проекты предметных концепций, ну будем так их коротко называть, не всех предметов и предметных областей. Их всего 5. Выключить. Их всего 5. Так он был. Так слышно, да? Хорошо? Итак, мы начнем работу на подплощадках. По программе вы видите, где работает каждая подплощадка. Каждую подплощадку модерирует председатель Республиканского методического объединения. Уважаемые коллеги, те, которые не по данному предмету, например, да, я думаю, что интересное, вы выбираете свою подплощадку. Что будет происходить здесь? Здесь будет происходить обсуждение проблем преподавания предметов предметной области и выработка возможных путей решения данных проблем, которые мы можем предложить муниципальным, школьным методическим объединениям, а также те варианты решения, которые могли бы мы рекомендовать республиканскому методическому объединению. Татьяна Петровна более подробно расскажет о том, каким образом, по какому алгоритму
мы предлагаем выстроить работу на подплощадках для того, чтобы это было максимально эффективно. Кроме того, я хочу сказать, что каждый модератор, да, подплощадки получил такой небольшой пакет материалов, да, о которых Татьяна Петровна скажет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня у нас с вами необычное такое собрание, будет открытое методическое. Но прежде всего хочу, пользуясь случаем, поздравить вас. Я думаю, что вы меня так слышите хорошо. Итак, во-первых, я хочу вас всех поздравить с нашим праздником наступающим. Ну, потому что он раз в году заставляет нас подумать о нашей с вами работе, о нашей с вами профессии и о самом, наверное, главном – это о смыслах нашей работы. Вот каждый год хоть один раз подумать, зачем я иду в школу на этот урок. И если вы будете обретать эти смыслы хотя бы раз в год, делитесь, пожалуйста, ими, не жалейте. Ну, что еще хочу сказать? Мы живем с вами в непростое время перемен. Как вы знаете, время нам бросает вызовы, и не всегда нам кажется, что мы можем отвечать этим вызовам и соответствовать им. Но, коллеги, мы с вами сможем и выстоим. И вот сегодняшний наш с вами методический коворкинг будет посвящен концепциям. Очень длительное время общественно-профессиональное сообщество обсуждала открыто, как это всегда сейчас делается, открыто все эти концепции. Собирались тысячи замечаний, предложений. И кто хотел, мог сам в этом поучаствовать. Это было открытое обсуждение. Затем группа разработчиков обобщила все эти тысячи предложений в некие текстовые документы, которые вы наверняка уже посмотрели, проработали. Но сегодня у нас будет возможность собраться и поговорить о проблемах наших, значит, по именно предметных проблемах. Вы знаете, что у нас есть стандарты. В стандартах у нас нам изложены требования со стороны государства, общества, работодателей. Но содержание у нас не стандартизировано. И поэтому вот именно содержание и проблемы преподавания изложены в этих концепциях. Поэтому эти концепции реализовывать придется нам с вами. А для того, чтобы их реализовать, надо посмотреть, что нам мешает их реализовать. Что нам нужно сделать для того, чтобы у нас стало лучше. Конечно, когда читаешь все эти концепции, приходят не очень радостные мысли, но я не буду ими делиться сейчас. Я думаю, что вы сами можете ими тоже поделиться. Но повторяю, давайте искать решения, давайте обретать смыслы, давайте верить в наше будущее и в нашу профессию. Нести просвещение, обучать и воспитывать. Это наша самая главная задача испокон веков. Итак, у нас сегодня 5 площадок. Значит, это, естественно, научная предметная область, представленная несколькими предметами. Ну, вы видите по той, значит, памятке, которую вам дали. Значит, какая у вас будет задача? Вы понимаете, что в концепциях изложено федеральное видение того, какие задачи стоят перед нами, и решения, которые можно было бы сделать на федеральном уровне. Вы же понимаете, что не мы с вами будем новые линии учебников издавать, что не мы будем решать кадровые вопросы, понимаете? То есть набор абитуриентов в вузы профессиональные. То есть есть вещи, которые мы не властны сделать. Но тем не менее, реализоваться эти концепции могут только спустившись вниз. То есть к нам на региональный уровень, на муниципальный уровень и на школьный уровень. Поэтому на сегодня удивительная, так сказать, возможность поговорить сразу на всех уровнях – региональном, школьном и муниципальном. Поэтому, так, я правильно что-то делаю или неправильно делаю? Вы получили вот такие листы, в которых, несмотря на то, что проблем в концепциях изложено гораздо больше, мы решили, что мы будем только говорить о 4 самых важных. Это проблемы мотивационные, кадровые, методические и содержательные. Мы взяли на себя смелость, и вот эти концепции ваши уже проработали. Чтобы 1,5 часа времени все-таки немного, мы вам обобщили вот эти проблемы, так, и обозначили 3 уровня. Значит, председатели РМО, представители вот этого республиканского регионального уровня. Здесь есть также работники муниципальных методических образований, то есть метод служб или методических объединений, а также есть учителя, методисты, которые возглавляют свои школьные методические объединения.
Так вот, федеральный уровень решения – это одна, так сказать, задача. Но что мы можем сделать для реализации их концепций? Мы предлагаем вам посмотреть те распечатки, которые мы вам дали, те проблемы, которые обозначили ваши же профессиональные сотоварищи, так сказать, так, во время обсуждения, и посмотреть, что мы можем сделать на нашем уровне, потому что концепцию реализовать без нас с вами не может. Только в каждой школе, в каждом методическом объединении муниципального характера, на уровне РМО мы можем вместе что-то сделать. Федеральный уровень за нас с вами эти проблемы не решит. И поэтому я предлагаю вам разойтись по секционным площадкам, заняться плодотворной методической работой. Вы заполните вот эти распечатки, вы напишите свои предложения реалистичные, которые действительно можно сделать на уровне школы, на уровне муниципальном и республиканском. Затем вы сдадите модератору Татьяне Сергеевне, вот эти, и на заключительном пленарном нашем небольшом заседании она обобщит все предложения. И, в общем-то, даже если даже этого не будет, коллеги, перед председателем республиканских методических объединений будет выстроен план работы вот на предстоящий год по реализации этих концепций. Перед муниципальными службами то же самое, перед школой новые направления работы. То есть вот мы предлагаем вам сейчас вот именно так организоваться для того, чтобы выстроить задачи, как это сделали мы, то есть председатели РМО по русскому языку, по математике, потому что наши концепции были утверждены раньше, и мы уже много, достаточно плодотворно поработали на их реализацию. Теперь ваше время пришло. Будь, уважаемые коллеги. Еще 2 минуты ваших займу по организационным моментам. По поводу того, что Татьяна Петровна сказала, я все-таки хочу немножко подкорректировать, да, с вашего позволения. Все-таки те предложения, которые выработаются на площадках, я попрошу озвучить модераторов самостоятельно. Обобщение произойдет после того, как будут высказаны все предложения, да, по всем подплощадкам. И далее мы будем формировать резолюцию нашей дискуссионной площадки. Вот так мы будем работать. То есть в 12 часов мы соберемся здесь и будем обсуждать то, что мы наработали. Далее, в каждой аудитории, в которой вы будете присутствовать, работать, не присутствовать, на рабочих столах основного учительского преподавательского компьютера есть папка, называется «Концепции». Там размещены в электронном виде все полные варианты проектов ваших концепций. Но это для того, что вдруг они вам понадобятся. Конечно, мы хотели распечатать, но концепция по биологии занимает более 100 страниц. Да, вы понимаете это. Поэтому в электронном виде они у вас есть. Кроме того, есть материалы, которые Татьяна Петровна переработала и предложила вот уже для того, чтобы вы могли более плодотворно работать. Еще какие-то организационные? Нет. 204 аудитория. Уважаемая Любовь Ивановна, мы предлагаем вам остаться здесь, потому что 204 аудиторию нашу забрали, вот как мне тут сообщают, для тоже очень важного дела. Дело в том, что параллельно проходит еще здесь площадка для молодых педагогов. Поэтому эта аудитория свободна, она вся ваша. Мы вам ваши концепции сюда тоже разместим. Ну что, давайте поработаем. До встречи в 12 часов. Друзья, книжки, пожалуйста, принесите сюда.
Нет, биология. Физическая культура это самое. А биология 216. Любовь Ивановна, я думаю, что в 204-ю надо будет сходить, потому что кто-то уже мог прийти. Хорошо, пошла, значит, 204. А вы на Любовь биологии? Ивановна, вы их заберите своих и приведите сюда. Ну, мы понимаем, что нет, мы потому и думаем, куда их А пойдите, вот, например, сколько народу пошло в основу безопасности. Что вам еще поближе? Потом, что у нас еще? Искусство. А что, биология вообще никого? Да вот пока одна я в одиночестве пойду, скажу 200. Мне кажется, кто-то мог туда подойти. Ну, мне сказали, вдруг в 204-ю пойду. Так в том-то и дело, что кто-то ведь мог пойти туда, сходите в Вот я 204-ю, пойду, заберите время своих. еще есть. Если... А 216 у нас кто? Ну, можно, конечно, биология с БЖ как-то поближе. То есть вы можете и с ними объединиться, да? Ну, Я можно могу... объединиться, конечно. Если что, девочки, я сейчас пойду схожу. В 204-ю. Но имейте в виду... Поднимайте сразу 216-ю. Чтобы их девочек отметили, что дать. А вы в регистрационном-то листе ответились? Да. Здесь остальные. А вообще, она была заявлена? Конечно, проблема. Анна Александровна, Она была заявлена общество знания? Нет. Проходили поначалу, потом Магнус, Гавушев, Шерсольский район, я звонила, там в школе, мы же говорим, 18 число с первой школы, первая школа, это октября, магазин, вы мне отправите письмецо, ладно? Я буду завтра звонить им, договариваться, Хотела спросить, кто не попадает что в мы из согласны в октябре, участников, середине октября встретиться. да, посмотреть, Я звоню. биология или физика. Она в дистанционном режиме ведет на себя. А тут нет? А география? Дистанционно сидят в Игорской школе. Вы знаете, местные связи никто не отменял. И надо подумать, чем историк Физики или физики, биология? да. ОБЖ мы уже освоили. Связи. У нас культура есть. Или она нам это подарила? Она ничего не сказала и ушла. Мы пока возьмем, будет искать, найдет. Нет, значит, не будет искать. Останется у нас в кабинете.
необходимо послушать. Я в окно смотрю, я покажу в TV. Пульт. Ага. Управление. Смотрим. Всегда получается. Зачем? Иногда входит, чтобы дай нам не искать.
12. Через 7 минут.
Коммунистическая и контрольное правительство. Коммунистическая третья. Площадка осталась уже. Здесь
Ирина Дмитриевна здесь. Ольгу Анатольевну. Леонид. И еще вашу. Я думаю, что дело в том, что я представить вам Александров также информации полезной, да, по роду вашей деятельности непосредственно, да, по учебной. Это методист российского учебника. Я думаю, что по возможности, да, буду работать быстро. Только эту информацию примем к сведению и начнем уже непосредственно по нашей. Дальше. Анна Александровна, Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Меня уже представили. Я методист по электронной форме учебника, но сегодня я большей частью буду вам рассказывать о тех возможностях, которые у нас есть для вас. Для того, чтобы у вас была целостная картинка, немножко представлюсь. Корпорация «Российский учебник» вам, скорее всего, знакома под другими названиями. Это издательство «Дрофа», «Винтанограф» и «Астрель», а также цифровая образовательная платформа «Лекта». С ней мы сегодня как раз более подробно и познакомимся. Но прежде чем хотела с вами познакомиться более близко, да, я хотела предупредить о том, что в конце своего выступления я вам раздам памятки для того, чтобы вы смогли сгенерировать себе сертификаты об участии в этом мероприятии, и в том числе о том, что вы меня сегодня слушали. Сертификат будет на 6 часов. Поскольку вы будете вручную сами дома быстро регистрироваться, фамилия, имя, отчество вы сами будете вводить, ошибок не будет. И к вам на электронную почту придет сертификат, и там будет небольшая акция, там 25% скидка на книжную продукцию, на Бук24, это интернет-магазин и так далее. Но это вы с этим познакомитесь уже непосредственно дома. В памятках у каждого индивидуальный код. Памятки лежат на первом столе, я их потом раздам. Также сегодня хотела бы вам подарить код, он тоже вот на таких небольших стикерах, на 5 учебников электронной формы, любых, которые вам нужны, на 2 месяца попробовать, посмотреть, подходит, не подходит. И это не демо-версия, это полные учебники. Итак, с корпорацией, я думаю, и так, собственно, понятно, миссию мы пропускаем. О том, о чем хотелось бы сказать более подробно. Мы с вами живем в новом мире, да, и сейчас везде и всюду звучит слово цифровизация. Не далее, когда у нас в начале форума 2 числа стоял вопрос, точнее, скажем так, была поднята тема о том, что у нас есть проект, который озвучила Ольга Юрьевна Васильева, о цифровой школе. И тогда у меня такой небольшой вопрос к вам, да, у нас есть многие профессии, которые устаревают, но есть и новые. Кто-нибудь знает, кто такой фасилитатор? Фасилитатор — это то же самое, почти с небольшим, скажем так, исключением, это коуч. Человек, который помогает обучаться, но он никого не вытягивает за уши. Фасилитатор, по сути, мягко помогает доводить ученика к его цели. Цели, причем вместе совместными трудами устанавливаются. Но я просто к тому, что нам с вами необходимо меняться. Профессии меняются, мир не стоит на месте, скажем так. И как раз цифровизация ведет к тому, что нам нужно формировать, да у нас и в стандарте это написано, навыки и компетенции 21 века. Как их можно сформировать? Вот таким инструментом формирования может выступить Лекта. Что на ней есть? Лекта — это цифровая образовательная платформа. На ней есть достаточно большие возможности. Там есть электронная форма учебника. Но для того, чтобы сформировать образовательную среду и повысить, например, то же самое качество образования, этого мало. Поэтому мы вам сегодня предлагаем сервисы образовательные. Они совершенно бесплатные. Секундочку. Они совершенно бесплатные для учителей. Первый сервис называется «Контрольная работа». Сейчас о нем более подробно расскажу и даже покажу его на практике. Контрольная
работа – это готовые задания для учителей, которые могут с ними работать в 3 форматах. Первый формат – это когда вы просто распечатываете то количество вариантов на класс, которое вам необходимо для учащихся, и к ним ответы. Сразу же встает резонный вопрос, да, откуда взять столько бумаги, проблема с принтером. Поэтому есть вторая форма работы с этим сервисом, это когда вы вводите на проектор или на доску ту информацию, которая у нас уже есть, те задания. И ребенок выполняет в классе у доски. Есть также третья форма работы с этим сервисом, это виртуальный класс, создание виртуального класса, когда программа поможет вам сформировать и выдать работы. Ученики придут домой или в классе вместе с вами в компьютерном, выполнят задания, которые вы, собственно, сможете задать по предметам, по классам и так далее. Что интересно, программа, вот когда вы создаете виртуальный класс, сама за вас проверит, соответственно, те задания, которые были выполнены, за какой промежуток времени, какие ошибки допустили учащиеся, и также, соответственно, покажет количество попыток. Я все это сегодня покажу на практике, постараюсь уложиться в наше время. Это первый сервис. Он называется «Контрольная работа». Он бесплатный, еще раз повторю, безвозмездная основа. Второй сервис называется «Классная работа». Сервис «Классная работа» – это готовые рабочие программы. Причем они есть как с привязкой конкретно нашему МК, учебно-методическим комплектам, но и универсальные, которые хорошо и спокойно могут вами использоваться, даже если вы преподаете по предметам не нашего, простите, по учебникам не нашего издательства. То есть вас мы в этом не ограничиваем. Сервис тоже бесплатный. Что в нем есть? Во-первых, это календарно-тематическое планирование, это план урока каждого. А также это готовые презентации, уже разработанные для учителей. Составляли их эксперты наши, методисты корпорации и авторы учебников. То есть материал там подобран согласно возрастным особенностям и, соответственно, уровню предмета, который вы преподаете, и классу и так далее, и теме. Сегодня я это тоже покажу. Вот так выглядит классная работа, небольшая презентация, я ее вам оставлю. Поскольку оба сервиса новые, они недавно только запустились, они сейчас в процессе апробации, поэтому на них предметов, скажем так, добавлено не так много. В классной работе 2 листа, вот это первый лист, вы можете посмотреть, есть универсальные линии, есть УМК конкретные. Классы – это как раз те рабочие программы, которые уже в доступе. Копилка постоянно пополняется, мы добавляем предметы. Я знаю, что к декабрю выйдет астрономия. И еще добавится обществознание, точно знаю. Вот вторая страничка, то есть те, что доступны. С ними вы тоже можете познакомиться, покажу где как на практике. В контрольной работе, вот о которых я говорила, вот так выглядит виртуальный класс. Попробуем быстро его создать сейчас во второй части моего выступления. И вот те предметы, их не так много, которые уже есть, которые доступны по предметам. Причем контрольная работа, она также делится на типы. Там есть тематический контроль, итоговый, текущий контроль и проверка ВПР. То есть там есть тренажеры и контрольные работы именно ВПР уровня. Все это покажу, расскажу. Презентация, собственно, вам будет доступна. Я хотела еще рассказать о том, что еще есть. Есть приложение Atlas Plus. Сейчас там доступны, соответственно, интерактивные атласы вместе с картами по географии и по истории. Сейчас готовится в свет, вот к декабрю, к концу декабря выйдут новые 2 предмета, это экология и астрономия. Они сейчас у нас дополняются, и наши разработчики интерактивно над ними работают. Они вам будут доступны, они причем, опять-таки, на безвозмездной основе. Что еще есть? Разные тренажеры, ВПР я уже говорила. Вот так выглядит раскладка. Даты вы можете посмотреть, они все официальные. Синим подсвечено то, что уже доступно, серым то, что, соответственно, разработки и к этой дате ближе, они будут доступны вам тоже. У нас есть онлайн-курсы повышения квалификации для учителей. Они разные. Внизу, если вы посмотрите, вот там шапочка предметов, я просто скрин сделала с нашего сайта. Стоимость небольшая, 36 часов 550 рублей, 72 часа 750 рублей. Стабильная плата, они все есть, вы можете посмотреть также на сайте у нас. В разделе «Дистанционное обучение».
кому интересно. Официальные корочки присылаются по Почте России вам домой на ваш адрес, когда вы проходите модули. Там есть итоговое тестирование, пройдя которое вы получаете корочку. Лицензии на этот вид деятельности у нас тоже есть. Можете ознакомиться на сайте. Так, хотела бы еще рассказать о книговыдаче. Это, собственно, возможность получить электронную форму учебников для юридических лиц. Стоимость одного учебника 75 рублей. Причем каждая школа может с нами договариваться о том количестве, которое вам необходимо. Это не обязательно покупать именно 50. Написано, что минимальный заказ, но на самом деле индивидуально обговариваем с каждым. На 500 дней. У нас год идет не 368, 365, а 500. Это если вы покупаете на юрлицо. Физическое лицо, стоимость учебников стоит 149 рублей. Тоже 500. Форма. Это закон, по которому вы можете приобретать. Это информация о статистике. Это число выданных ИФУ за 17-18 год, первый квартал. Можно также посмотреть по численности. Мы знаем, что в Российской Федерации около 2 миллионов учителей, 10% из них уже пользуются лектом. Продукции корпорации «Российский учебник». По пользователям по регионам здесь все видно, карта есть. Это аналитики добавили. Что еще дает лекта? Сейчас то, к чему мы стремимся. Мы будем развивать новые направления для нас. Почему новые? Потому что, по сути, мы о нем говорили, но не так углубленно. Мы пытаемся создать возможность развития индивидуальной траектории для учащихся, чтобы они могли на определенной ступени, когда им необходимо, использовать ту информацию, которая есть. Например, если ученик хочет узнать какую-то тему более глубоко, более обширно, или стык нескольких тем, как создать, например, естественно-научную картину. Там тема, например, я не знаю, энергия, да, и, соответственно, посмотреть, в каких предметах она раскрывается. Тогда для него будет доступен новый уровень, более повышенный. Если ученик, соответственно, передумал, и ему по какой-то причине это не надо уже, он идет обратно в свой основной поток информации. Далее, если ученик пропустил какую-то тему, то он сможет с помощью нашего направления тренажеры эту тему повторить, например, или по новой изучить, если он проболел и тему пропустил. Это, собственно, то, к чему мы стремимся. Новая ветка, скажем так, новый виток, это наши тренажеры. О них более подробно позже можно будет тоже узнать, познакомиться с ними. Соответственно, что я хотела еще сказать, это по поводу моих контактов. Если кому-то надо, я оставлю визитки, вы можете подойти ко мне и, собственно, узнать нужную необходимую вам информацию. Вот код для получения 5 учебников на 60 дней, также он на стикерах есть. Звучит он как Magic Age, Age большая, без пробела. Вот. Если у вас возникнут какие-то проблемы, там, например, с сертификатом или с получением электронной формы учебника или с сервисами, то вы можете ко мне обращаться. Сейчас попробую перейти на практическую часть, пока у нас есть как раз время, показать эти сервисы вживую. Я могу убирать слайд? Итак, мы выходим просто в браузер, набираем слово, корпорация «Российский учебник» или просто «Росучебник». Вот здесь мы заходим в мой личный кабинет. Когда вы нажмете сюда, если вы ни разу у нас не регистрировались, то вы нажимаете «Зарегистрироваться» и просто вводите свою электронную почту. Один раз. И к вам на почту придет ссылка. Вы подтверждаете регистрацию, и все замечательно. Там будет небольшая анкета, кто вы. По профессии, там методист, учитель или библиотекарь, выбираете свою должность, свою роль. И, соответственно, прописываете просто фамилию, имя и регион. Дальше у вас, когда вы уже зарегистрируетесь, будет вот такая, соответственно, вкладочка. И в ней вам, придя домой, надо будет нажать вот здесь «Активировать код семинара». Нажав ее, вы вводите дома вот этот индивидуальный код, который вот здесь на памятках. Он индивидуальный, 8-значный. Вы его ввели, к вам на почту придет, соответственно, небольшая анкета. Вы ее заполняете. Проставляете оценку лектору, понравился вам материал или нет, насколько вам это актуально. И далее, соответственно, выставив оценки, к вам на почту, в электронную почту, вам придет сертификат. Вы его можете распечатывать и, соответственно, отдать руководителю или воспользоваться, куда вам, собственно, необходимо.
Дальше, с этим, я думаю, понятно. Нажимаем на вкладку «Лекта». Это, собственно, и есть основной фронт работы, где есть необходимые вам материалы. Вам не надо идти в магазин, вы нажимаете «Активировать код». И вот сюда вводите код Magic H на 5 учебников на 2 месяца. Вы нажимаете «Активировать», он вам его прописывает. Любых. Вы выбираете те, которые вам надо по вашему предмету и что вы хотите посмотреть в целом. Нашу МК корпорацию. Но сразу скажу, там есть на Лекта еще бином Петерсон и есть Ваков шахматы добавились. А еще у нас появилась периодика, журнал «Химия» в школе. Там подписка, она платная, 299 рублей 500 дней. Там посмотрите, это больше пока для... Я сейчас... Да. Технология точно знаю, русский язык видела, математику видела. Там есть несколько... Давайте попробуем ввести. Так, поскольку здесь не моя почта, поэтому, пользуясь случаем, я кому-то дарю 5 учебников. Активировать. Перейти в личный кабинет. У вас дома будет вот эта вот надпись. Доступные 5 учебников по коду. Сейчас прогрузится. Давай. Я понимаю, что скорость не очень может. Вот я и хотела показать, это по сути тот же самый печатный учебник, но в нем дополнительно есть электронные образовательные ресурсы, видео, анимация к параграфам, и они уже добавлены. Все, устанавливается фактически на все. Сейчас, правда, единственное исключение смартфоны, но мы над этим работаем. Оно установится, но будет не очень красиво, корректно, потому что рамочки могут поплыть. ПК, персональный компьютер дома, на работе, планшеты, все нормально. Операционная система, Windows от 7 и выше, iOS, Apple и так далее, все, что у вас стоит. Можно сказать, Linux тоже. Если у вас, соответственно, вы работаете онлайн, то можно просто через любой браузер. Если вам необходимо скачать на устройство, внизу есть бесплатное приложение, и Лекта сохранит ваш учебник даже офлайн. Один раз скачиваете, и он сохраняется с вами. Вот учебники. Учебник просто исчезнет из портфеля, но доступ к портфелю у вас останется. То есть можно зайти также... забыла сказать, в магазине есть раздел «Художественная литература», там бесплатные книжки, все произведения школьной программы. Точно так же скачиваются. Ну вот я вижу, здесь есть много учебников, давайте покажу просто. Любой, открыла биологию просто наобум. Во всех учебниках одинаковая навигация, она легкая. Сейчас покажу. Внизу одна и та же, собственно, панель, с которой вы работаете. Есть ЕГЭ, есть тренажеры, есть ВПР. Также есть аудиоприложение к английскому языку, есть самоучители, да, спасибо, буду признательна, они вот на столе я их оставила. Есть самоучители по испанскому, немецкому, французскому, английскому и даже, по-моему, китайскому. Да, и памятки. Спасибо. Так, не открывает у нас учебник, не хочет. Не хочет. Давайте тогда покажу, где находятся сервисы. Вот смотрите, вот она верхняя вкладка, классная работа и контрольная работа. В классной работе открываем. Вот здесь рабочие программы уже добавлены. У вас вот этих рабочих программ не будет, будет только вот это окошечко, потому что вы первый раз. Вы нажимаете из каталога и выбираете тот предмет, который вам надо. Вот они здесь есть. Предметов немного, как я уже говорила. Давайте попробуем открыть, я не знаю, пусть будет алгебра. Английский? Давайте английский. Сейчас тогда перейду в портфель. Так, вот тут английский есть, 5 класс. Причем, смотрите, менять можно фактически все. Можно изменить в рабочей программе обложку. Можно скачать
календарно-тематическое планирование, причем в 3 любых форматах, которые вам удобнее. Это обычно Word, Excel и PDF. Сейчас попробую открыть в Word. План сейчас сохранится. Он будет обычный, вам надо там будут темы просто перечислены и 2 столбика по плану, и фактически вы просто туда вписываете свои даты. Дальше. Так, он не хочет загружаться. Александр, да. Ресурсы есть еще? Одна есть, но есть еще. У них дата стоит 2, я сейчас выдам. Памятки, в принципе. Так, у нас план не хочет открываться. Давайте попробуем тогда перейти. Вот учебник открылся, ура! В учебнике навигация легкая. Можно просто, нажав оглавление, выбрать тему, которую вы преподаете. Они один в один с печатным, страница в страницу, картинка в картинку. Только картинки увеличиваются при нажатии. И вот здесь внизу есть вот это волшебное словосочетание «Список электронных образовательных ресурсов». Открыв его, вы можете посмотреть, какому параграфу что доступно. Синие информационные блоки, зеленые практические, красные контрольные. Если мы так посмотрим, то увидим к параграфу 1 у нас есть много видео, есть картинки, анимация. Вот видим, да, видео, анимация. Вот практическая часть и так далее. Я открыла биологию, можно даже вот нажать и посмотреть, что там. Причем в параграфах внутри значки сохраняются, то есть они будут на полях. Картинки по папкам. Вот они, картинки, они сейчас прогрузятся, и тут надо просто распределить, что из них что. Вот, что еще есть? Если вы знаете страницу печатного учебника, вы можете, простите, просто нажав на страницу, перейти на нее. Пусть у нас будет страница, я не знаю, там, 45. Открываем 45-ю страницу, он сейчас прогрузится. Можно делать закладки. Закладки будут в столбик перечислены, они будут интерактивные, то есть по ним можно быстро перейти. Если нажму, вот, пожалуйста, 3 закладки уже есть, это не я создавала, правда. Есть заметки. Что удобно, с ними можно делать проектную работу и помогать писать рефераты или повторять тему. Как это делается? Вы просто в тексте выделяете мышкой любую часть, предложение, словосочетание, нажимаете «Создать заметку». У вас этот фрагмент остается в вашем компьютере, выделен цветом. А здесь можно написать комментарий. Например, выполни упражнение такое-то, повтори такую-то тему. И, соответственно, ученик может видеть это все у вас на доске, когда вы выводите в классе. Я писать не буду, просто нажму «Сохранить», «Создать». Потом вот эта заметка, вот они, видите, постранично сохраняются. Закрываю, вот оно подсвечено. Есть поиск, это вообще волшебная вещь. Я открыла биологию. Подскажите любое слово или словосочетание. Давайте клетка. Английский. Нажимаю слово «клетка», и он мне показывает, сколько раз это слово или словосочетание встречается в этом учебнике. И к ним идут страницы. Пожалуйста, это и есть вариант проектной деятельности с детьми. Вы задаете задание, он собирает либо реферат, либо повторяет тему, либо смотрит, какие есть ресурсы по этой теме. Соответственно, вот так можно работать. Настройки — это просто увеличение шрифта. Больше-меньше, причем страницы сохраняются. Смотрите, я увеличила шрифт, а страничка у меня осталась та же. Если пролистну на 45-е, вот и оры, которые говорила на полях. Это работа с учебником. Классная работа — это работа, ой, простите, закрыла. Рабочие программы готовые с презентациями, контрольная работа. Я думаю, разберетесь. Если будут вопросы, звоните, пишите. Адрес я вам оставила, он есть на слайде. Презентацию, думаю, выложим. Спасибо. Анна Александровна раздала вам свои контакты, да, я думаю, что вы на прямой связи находитесь. У меня вопрос, презентация будет? Просто чтобы контакты. Да. Или давайте я вам просто продиктую свой телефон, и вы мне можете смс-кой отправить. 8 964 визитки 537 74 Анна. Лав Анна Александровна. Спасибо. Мы и возвращаемся, да,
Я прошу сейчас организоваться руководителей площадок, именно руководителей педагогических предметов. Наталья Александровна, Карева, забанкова. Мы просим вас выступить, потому что спросили. Итак, о чем говорили и к чему пришли? Я напоминаю, что всем вам была выдана вот такая табличка, да, но для опоры. Ни в коем случае не настаиваем на то, что должно быть именно так. Может быть, какое-то свое видение. Ну, мы, конечно, я считаю, что мы очень проработали активно все вопросы, хотя у нас не так много участников, но знаю всех учителей, уже из учителей музыки, это люди с опытом, которые знают все проблемы изнутри. И мы выделили, мы также двигались по проблемам, которые выделены в концепции. И первая группа проблем – это мотивационные проблемы. Ну, не секрет, что наша область искусства, она находится на второстепенном месте. Да, если взять Санпин, то мы там стоим, как будто это предмет, на котором дети развлекаются. Эта второстепенная роль, она, конечно же, ощущается, витает в воздухе школы, об этом знают дети, и они, естественно, относятся к предмету музыки как, ну, не самому главному предмету. Это не фундаментальная наука. К изобразительному искусству и так далее. Хотя, ну, это положение, наверное, такого предмета в нашем государстве, наверное, единственном государстве среди стран. Потому что если взять Западную Европу, то уроки музыки – это высокооплачиваемые преподаватели, потому что область искусства развивает как никакая другая область. Это уже доказано даже на физиологическом, биологическом, докторами наук. Но почему-то не признается. Вопрос. Так было всегда? Или вы это сейчас? Вы знаете, если кто-то уже поколение постарше, да, помнит, когда была введена концепция Дмитрия Борисовича Кабалевского по музыке, помните, уроки музыки демонстрировались по Первому каналу. Я даже была маленькая еще тогда и помню, что на Первом канале были уроки музыки Кабалевского. Вот эта концепция была введена действительно научным путем, экспериментальные площадки по всей стране, и мы получили результат. Сейчас концепцию, извините меня, затоптали, и не имеем мы на практике ничего. Ну вот, извините за такое национальное выступление. Данная концепция, которая она прошла утверждение, она готова к утверждению и внедрению. Сильно... Ну, вы знаете, в этой концепции ведь не прописаны детали, те, которые возможны. Конечно, мы приняли очень многие моменты, мы согласны с теми проблемами. Да, допустим, вот второстепенная роль искусства, она там не выделена. Хотя об этом надо говорить. Может быть, в Москве, в Санкт-Петербурге, в больших городах этой роли нету. У нас почему-то она есть. Ну, Санпин надо менять, чтобы вот как-то урок музыки. Ну, не знаю, что здесь нужно делать, это уже на уровне правительства. Дальше, что мы приняли? Конечно, еще в чем у нас загвоздка? В том, что, в общем-то, дети, они подвержены, благодаря семьям, родителям, они воспринимают ту субкультуру, которая навязана у нас средствами массовой информации. Согласны? Вот они потребляют то, что они видят. И придя на урок музыки, мы смотримся в их глазах, как какие-то вылезшие динозавры со своей музыкой и со своими картинами, и со своим искусством. Для них это далеко, потому что с этим не работают дома, не работает наша общественность. Посмотрите, что у нас идет по Первым каналам, по телевидению. Вот то дети у нас воспринимают. Таких детей мы и готовим. Поэтому мы предполагаем на уровне школьного МО взаимодействие между образовательными учреждениями и учреждениями культуры. Необходимо, чтобы учитель музыки имел возможность сходить, вывести детей в класс во время урока на хороший концерт. Вот мы говорили с учителями изобразительного искусства. Да, есть сейчас виртуальные экскурсии, но согласитесь, кто был в музее, и это несравнимо с атмосферой, когда ты находишься в музее непосредственно, смотришь и лицезреешь эту красоту, и когда ты находишься где-то, как оператор снял, вы все это понимаете, да? Если взять их агрессивные страны, там уже маленьких детей, у которых еще головушка вот так качается, они в кенгуру сидят и уже в Эрмитаже смотрят эти картины. Да? Вот так. У нас почему-то такого нету. Вот.
простите, я пережу. Согласитесь ли вы со мной? Цифровизация какой-то части несет в себе подмены образованию. Да. Почему подмену? Потому что, вот я с вами соглашусь, и все согласятся, потому что у нас что, Мария Ивановна, пожалуйста, ведите, пожалуйста, в начальных классах музыку. Мария Ивановна говорит, я не могу вести музыку, я не умею играть. Да как вы же нам можете на кнопку магнитофона нажать там или на мышку? Включите музыку, пейте караоке, пойте караоке, да. Ну, это я уже заговариваюсь, извините. То есть все. И у нас идет подмена, вот вам, а где живая музыка, а где живое исполнение, как звучит фортепиано, аккордеон, скрипка и другие инструменты. Все это умеет только у нас учитель музыки. Поэтому здесь вот начинаем мы с того, что директора, замдиректора не считают нужным брать на ставку еще учителя музыки, а раздают вот эти часы по остаточному кредиту. В начальной школе это уже кадрово. Да, это уже я дальше расскажу. И вот ММО у нас такое предложение, что какое будет решение? Рассмотреть вопрос о проведении единого дня искусства в рамках города. Да? Вот у нас есть 1 октября, День музыки. Пожалуйста, давайте организуем. У нас есть академический театр, у нас есть и музеи. Почему нельзя? Вот начинать так надо не с фундаментальных наук. Об этом говорят уже наши ученые. А надо начинать с искусства. Потому что оно формирует всю нейронную сеть мозгов. Оно так воздействует на человека, а об этом даже мы почему-то не говорим. Вот. Дети устают у нас. Заменяется предмет, нету преподавателя, нету учителя, ну пусть ходят на алгебру. Они потом, извините меня, плачут от того, что они перегружены. Вот, поэтому вот такое у нас предложение. Дальше кадровая проблема. Отсутствие, я сама преподаватель колледжа гуманитарно-педагогического, мы готовим учителей музыки, музыкальных руководителей. Сейчас, конечно, сейчас улучшение у нас пошло некоторое, да, к нам стали приходить, как и раньше, если сама выпускница этого учреждения, я когда поступала, у меня была полная музыкальная школа. Сейчас у нас с полной музыкальной школы поступает 50%. Естественно, за 4 года подготовить очень быстро специалиста очень трудно. Вот, поэтому какие мы предлагаем решения? Учитель музыки, учитель изобразительного должен выявлять у себя в классах одаренных детей, учащихся, и осуществлять работу с родителями по поступлению их в доп. Образование. Вот. И также участие учителей музыки с их подопечными, с учениками в конкурсах. Вот такое предложение. И, конечно же, вот ММО, оказание помощи учителям предметной области искусства в подготовке учащихся к художественным конкурсам. Это все должна быть слаженная работа. Ну а с нашей стороны РМО предлагает содействовать повышению профессионального уровня учителей области искусства путем организации профориентационной работы со школами искусства, с детскими музыкальными школами и с художественными школами. Это допрофессиональная подготовка, им баллы идут, если нам здесь надо работать. Также еще одно предложение. С целью повышения уровня профессионализма учителей организовывать конкурсы профессионального мастерства педагогического, результаты которых должны учитываться при аттестации. Так, если нет хорошего предметника, в данном случае не будет и хорошего преподавания. Так, методические. Вот как раз концепция определена этой проблемой, мы с ней согласны. Это отсутствие преемственности между уроками и внеурочной деятельностью. Вы скажете, откуда же она берется? Она берется вот откуда. Учитель перегружен, у него 35 часов. Вот я знаю, что у нас учителя, да, 35 часов работают. Классными руководителями. В каком дополнительное образование внеурочной деятельности может идти? Конечно, ни о каком. Затем в школе очень много у нас ветрной смены, нету ни кабинета, где это все осуществлять, а концепция предполагает это. Она на это ориентирует. Потому что у нас в уроке музыки, представьте себе, что в 1 классе по примерной образовательной программе они должны узнать все ноты, интервальный состав, гамма до 4 знаков. Как мы можем это сделать на одном чате? То есть это естественно, но ее нет, потому что у нас перегружены учителя,
проводятся уроки не специалистами, естественно, и отсутствие методической помощи. Нет квалифицированного методиста. Как, вот все учителя, я знаю всех, замучились, как написать рабочую программу. Школы. Вот еще одна проблема какая. Проходим курсы по педагогике, которые нам, вот никак не помогают. Нам нужны практические, предметные курсы. Как было раньше, уезжали мы в Таганрог, в Москву, в Академию повышения и работали как раз с музыкантами. Вот что нам. Поэтому вот проблемы здесь я тоже осветила. РМО предназначены сделать организацию проведения кратковременных курсов, вебинаров по теме особенности использования ЭКТ-технологий на уроках музыки. У нас якобы такая проблема есть, она прописана в конце, мы с ней не согласны, потому что ЭКТ-технология, она подменяет все живое. Идет презентация по ИЗО-деятельности, да? Картина на слайде не в тех цветах, которые она есть. Или, да, что мы делаем? Что мы им представляем? Звучит музыка, опять же электронный носитель, зачем? Да, то есть это презентация. И у нас порой живое звучание, живое общение подменяется презентацией. У нас даже студенты говорят: ой, я еще не подготовился, я презентацию еще. А зачем она нужна? Поэтому иногда нужна, не нужна. Поэтому мы хотим вот с с Натальей Геннадьевной, да, подготовить как раз такой вебинар по использованию. И дальше оказывать методическую помощь в публикации учителей предметной области. Есть сайт, который работает, и нам надо журнал образования. Да, поэтому мы будем вот здесь продвигать благодаря нашему что люди все печатают. Последние содержательные проблемы – это отсутствие непрерывности в изучении предметной области искусства. Но с музыкой у нас как-то получше обстоит дело. Выяснилось, что с ИЗО-деятельностью, с ИЗО, изобразительным искусством, проходится до 7 класса, там какой-то перерыв, потом 10-11. Я сама представитель учебного заведения и скажу, что у нас открылось новое отделение дизайна. Огромный конкурс. Все хотят идти на дизайн. Графический дизайн. У нас, если я не ошибаюсь, около 8-9 человек на место. Я сама сидела. И получается, что у них вот некоторые имеют подготовку, да, естественно. Им будет учиться легче. Те, кто не имеет, вот они хотя и попали по среднему баллу, учиться у них сколько не было. Подготовки даже высшешкольной. То есть вот какие-то моменты мы в связи с этим просто уже не знаем, как повлиять на администрацию, как повлиять на эту ситуацию. Мы предложили такое, на уровне школ мы предложили учителям выступить в адрес методического объединения муниципального, да, с предложением введения предмета ИЗО программы 8-9 класса. А уже муниципальное методическое объединение выступит в адрес управления образования, Министерства образования с тем, что предложением введения. Да. Ну, здесь нужно далее. Мы говорим о том, что, конечно, мы говорим о том сейчас, что уроки, не уроки, а вообще в процессе муниципального образования, изобразительной деятельности должны быть проектное, творческое. Да. Согласитесь со мной, что сейчас просто это опять какое-то модное нововведение, связанное с федеральным государственным образовательным стандартом. И у нас учителя не понимают вообще, делают ли они проект, или они просто что-то делают другое. И не разобравшись в этом, они вот начинают плавать и бояться. Все, что угодно. Вы согласны, я даже с этим? Да, это уже проект. Хотя проекты тоже, подход к проектам разный. Поэтому здесь вот мы все-таки вот еще с Натальей Геннадьевной в тот момент обсуждали концепцию, приняли решение, что мы все-таки будем работать больше над технологиями, да, мастерских, которые в принципе являются такой проектной деятельностью. И предлагаем организацию семинара для учителей предметной области искусства по теме создания творческих и формирования материально-технических условий для реализации в контексте системы деятельностного. Вот
у нас вот основные, извините, что очень быстро, я понимаю, что время-то час, поэтому очень Александр Ильич, мы сказали рабочую деятельность. И я хочу что сказать. Все предложения мы обрабатываем резолюции. Главное, что вот те предложения для всех уровней не должны лечь в планах бального и школьного, для того, чтобы нам делать бального и школьного. Спасибо. Кто хотел бы следующим продолжить? Так, представители методического объединения учителей физики Носов Леонид Сергеевич и Ольга Анатольевна Кирпичева. Работали тоже у нас. Мы работаем по платформе, у меня от руки я себе Хорошо, но вы смотрите, да, я вас не отставлю, да. Честно, по порядку. Мы дипломные. У нас одна из проблем оборудования. Поэтому у нас пали и у нас явно участие друг друга хотя бы видели и да, послушали. более того, это сыграло большую роль. Проблема достаточно мотивация. А мне как раз опыт мотивации и класса больше слабой физикой. С одной стороны, за этот проблем, они как раз дали свой опыт, и это вошло на уровне это Что это означает? Геймификация – это игровая деятельность. Озвучен он как геймификация. Второе на уровне школы – это связь результатов практикой. В штатах в плане, что решение, ну, и демонстрация опытов, и решение задач по лабораторными практике, жизненным опытом. Практика часть, например, когда вы объясняете электрический ток, да, у каждого в кабинете есть минимум лампочка. Хотелось бы увидеть, например, в ходе работодателя, да, который бы сказал: ребята, учите физику, потому что у меня работают такие специалисты, которых надо обучать физике. Которые вопросы безопасности. Да. Или как раз задачка качественная, которую с трудом справился. Данный трубочка и, соответственно, лежал. Просто на этой там процентов 20 вот эти. Потому что да, потому что нет связи с практикой. Когда объясняют решение дел, да, и газов, них элементарной практики. Потому что большинство... Скажите, это да, вот эти надо оборудование такого, элементарные вещи.
Но это отчасти может быть проблема связана с учебниками, да, потому что учебник, да, на практику, но показывает то, что когда объясняет электричество, нам показывает дальше электростанции и подобное. Но нет приземленных. А тут проблема на самом деле с сада. Потому что основа, вообще говоря, изучения кода, если ребенок решение, в принципе, то, что сейчас во многом школе, старшие учителя, ВОЗ, говорит, что в проекте старается, учится проводить исследования, да, уже у него интересно, но он это делал, потому что до этого не было. А средний учится в 3 классе, для нее написать проект вместе с, не просто одно написать, а вместе с одноклассниками, с одноклассниками, написать его проект в виде интересного газеты или еще что-то. Потому что сейчас вот это вот деятельность, которую мы предлагаем, он уже внедряется в начальной школе и как большим плюсом и модернизацию образования в части. Потому что они придут уже вот эти, но дело в том, что не все еще дети подошли вот к этому уровню. Естественно, научная проблема. Мало когда пускать президента. Что об этом? Вот физика. На самом деле, проблема, она тянется, потому что они до этого тоже были слабо подготовленными школьниками. Да. Проблема тянется, да, это давнишняя проблема, несколько лет, и мы из нее выкапливаемся, что лет 10-15. Потому что образовательная система, только те дети, которые сейчас идут в 1-2 класс, вот когда они закончат русский школу, может быть, тогда мы выберемся. То есть тогда, потому что уровень подготовки это будет. Я причем, мы предлагаем классической школьникам, то есть его мотивировать уже сейчас, потому что не надо ждать первого класса. Скажите, пожалуйста, есть учителя физики? Задают вопрос школьники, зачем физика? Это извечный вопрос, его всегда задавали. Зачем мне физика, химия? Зачем? Задают школьники, задают такой вопрос. А что вы можете сказать? Наверное, потому что вечно нужно каждому везде и всюду. Вот. Потому что от самого простого, называется, чайник, да, или включить розетку до более серьезного, чем сделать. Как в современном мире признание физики? Вообще в этом мире, все, что нас окружает физика. Это основа современных технологий. Включая нанотехнологии, наши режимы и так далее и тому подобное. Если ты не будешь знать азов, не меня, да, если что такое ускорение. Ты не поймешь, зачем все остальное. Да. Когда более того, это объясняет, даже тот придет на физкультуру, все равно ему понадобится. Иначе он неправильно вот двигается. Хорошо. На уровне объединений. Муниципальных очень разрешение проведения олимпиад, конкурсов, конференций и перечисления. Те, которые, не те, которые ориентированы на поступление там, и прочее, они так, у них цель немножко другая. Это отбор одаренных, лучших, сильных. А тут проведение олимпиад, конференций между теми, кто, может быть, не настолько одарен, чтобы уже сразу пойти там, в Сибирь или еще что-то, но чтобы у них была возможность тоже пообщаться, поучаствовать, увидеть такие задачи физики в жизни, да, и пока быть мотивированным к изучению предмета, поскольку смотри, какая интересная тема, оказывается, озвучена на конференции, да, еще что-то. То есть, потому что, более того, я не говорю, что организация, а именно у нас уже организуются подобные конкурсы, конференции,
задача муниципального объединения транспорта, чтобы они искали, допустим, даже записал бой, кубок Архимеда. То есть все-таки какие-то попробовать другие формы, да? Потому что даже сама по себе Олимпиада, она уже какая-то традиционная все. Нет, ну видите, я еще раз отвечаю, Олимпиада не та, которая ориентирована на отбор одаренных детей, которая ориентирована просто на изучение, да, совместное решение, да, посмотреть различные команды и прочее. Вот эта вот деятельность выносится на уровень межшкольного общения, обучаемого. Но на самом деле, еще раз я зафиксировал, да, вот креативный блок, как бы организует вот эти мероприятия, чтобы школьники приглашаем на эти. Хорошо бы эти мероприятия были очень методически, даже какими-то межведомственными. Они уже вот подобные мероприятия организуют, еще их озвучивают в жюри, ходят креативно, задания уже на этом. Ну, аналогичные на самом деле. Интеллектуальный марафон, школьная, которая проводит лицей. И уже вот подобные мероприятия муниципалитет свои. Организационный свой административный ресурс в организации как действовать, да? Потому что мы с какой проблемой сейчас столкнулись? То, что мы не всегда даже знаем руководителей муниципальных объектов. Говоря уже о том, вертикали нет. РМО, ее нет. Но когда вот эти 4-5 площадок пытались организовать, должна была идея такова, что участник до объединения руководитель собрал своих муниципальных коллег, все школьных коллег, и вот это обсуждение могло очень состояться. И то, как получилось. Оно состоялось в другой форме. То есть каждый руководитель РМО нашел именно тех людей, которых нашел. Да, активных людей, которых он знает. А вот этой вертикали нет. И когда мы будем говорить о стратегических задачах вообще... А вертикаль она не у нас 2 или 3 по определению утверждены, но вот этой целенаправленной работы не было заложено, да, изначально. Сейчас нам ее нужно направить. Она просто необходима. Она необходима учительству как таковому. Когда говорят, что все мучаются рабочими программами, да, все мучаются, все предметники мучаются. Эту проблему можно было решить сообща. Да, на уровне муниципального метода, республиканского метода объединения. Кто, как не председатель республиканского метода объединения, мог бы помочь вот именно в этой, казалось бы, насущной и простой. Спасибо. И на уровне решением. Хорошо, да. Что ценного вы уже слышал, что у них не приходят немотивированные, поэтому в этом плане кто имеет больше опыта мотивации, чем его при разных изменениях. Я надеюсь, вы оформите. Следующий. Да, у нас же 4 группы. Кадровые, класс 4 и на уровне школьного уровня. И на самом деле у нас почти везде по многим направлениям одна из направлений опытом на школьном, муниципальном и финансовом уровне. Дальше на решение кадровых проблем можно сказать, что мне не хватает. Но проблему эту в явном виде, кроме как пойти тете Маше говорит, отправь своего ребенка учиться, она не сможет. Поэтому эта проблема кадрового обеспечения
она ложится на плечи муниципального района, да, города. По этой причине мы поэтому проблем кадров на национальном уровне. Программа мотивации молодых специалистов, такое обучение и дополнительно еще это как варианты и квалификации учителей, и как вариант на самом деле решения дальше будет методическим. А на уровне республиканском главная задача на контроль и кадровых потребностей. Не только нас касается, да, всех. Все волнуют вопросы кадрового обеспечения отрасли и, соответственно, роль мониторинга с внесением предложением хватает, да, и как можно, может быть, малокомплектная, значит, может в соседнем районе, да, значит, подобным образом решается эта проблема. То есть сетевые программы? Да, сетевые программы. Это вот я вам хочу сказать тренд, да, организация различных программ, реализация, разработка и реализация. Какие условия для реализации сетевых программ? Это должны быть лицензия на одной организации, другой организации. И вот эта совместная программа, которую они выработали, должна. То есть там еще две стороны. Да. Если вы ставите разные еще группы, да, там все три национальные группы по финансированию. Там у нас экспертный коэффициент отличается. И там с финансированием тоже сложности. Но вы там линии в образовании, реализация и программ от нее никуда не видно. Дальше методические проблемы. На самом деле мы первое это учить людей, задачи, гипотезы, то есть основам. И в концепции на самом деле предлагается этот вариант обучения детей основам мира, да, на 11 классе в профильных классах. Отдельным блоком профильных классов. Это в концепции предполагается. Вторая проблема – это не хватает времени. Но это избежательная проблема. Это то, о чем говорила Наталья Александровна. На вот такой объем 1 час. Да. То же самое проблема. Примерно то же самое, да. Потому что в одних, если в физматрице на физику отводится 8 часов, да, то в сельской школе на физику отводится 2 часа. И как одну и ту же программу уложить в такое разное количество часов, то это большой вопрос. И третье – это устаревание либо превращение оборудования. Это проблема, на самом деле, методическая, так как одна из, например, ОГЭ, вторая часть ОГЭ подразумевает проведение экспериментов, реально то собирает компьютер, еще что-то. Да, я считаю, что в ЕГЭ тоже стоит, если правильно, одна из задач физики – это проводить даже хотя бы элементарно. Поэтому на уровне школьных это вопрос как просто модернизация методических, если школа крупная, большая, либо посмотреть вопрос о применении виртуальных подобных практик, технологии дополненной реальности. Это нет реального оборота, то технологии реальности. Такой вопрос, что технология для полной реальности тоже не. Ну, смотря на эти устроения, ну,
что мы теперь это на самом деле также рассматривается, но в данном случае вопрос не решен просто на федеральном уровне. Также на школьном уровне и обучение профильного по физике для того, чтобы учитель уже имел соответствующие физические компетенции, мог организовать процесс самоисследования. Также здесь это пара люфта, да, это для руководства работы. Соответственно, на муниципальном уровне должно быть эти методические задачи без технической квалификации. А на республиканском практик, в том числе практика использования виртуального что нам нужно есть площадка. Есть раздел на портале образования и лучшие практики. Мы собираем все, значит, все опыты победителей всех пока так, да? Но есть возможности более широко вот эти лучшие практики. Да. Что туда мы можем поместить? Да, методические карты, программы, видеоуроки, вот, да, вот такой контент формируется. Другой вопрос, сколько он у вас есть? Да? То есть вот я готовлю уроку, предположим, первым делом я должна быть, да, восстановить. Если не хватает, да. Ну да, вот если я хочу там расширить и вообще воспользоваться той самой лучшей практикой. Не знаю, еще какие варианты тиражирования этих практик вы бы хотели? Потому что одно дело, вот оно там где-то лежит, может быть мастер-классы от педагога. Да, вот тех же самых... как раз имели вот этот вариант на проведение этих занятий, да, мастер-классов. На уровне муниципальном, да, тоже. Тоже, да, на всех. И там это более реально собрать свой муниципалитет, своих учителей, провести там обучающих. Причем я знаю, что в ряде муниципалитетов по многим предметам это делается. Проходит, конечно. Сам проводил следующий. И там как раз был специальный вариант, я проводил это на уровне. И, конечно, хотелось бы, чтобы было содружество с американскими студентами. Спасибо. У нас содержательная проблема. Чему учить? Да, у нас знает, но он не знает, как вот это вот учить, уложить те часы, которые ему предложение на школьном уровне. Да. А том, кстати, это механизм мотивации. На муниципальном уровне мотивация базовой собственно, этого нет. Может быть, даже на республиканском, там несколько. Поскольку мы должны, независимо от того, где, да, примерно одинаково учиться во всех школах. У нас определяет стандарт, закон образования, а в итоге получается в одной школе предмет. Но количество часов в одном блоке, в другой школе, в другое количество в другом блоке. Поэтому вот эти базовые предметы все-таки должны быть унифицированы. Ну, вот базовые федеральные компоненты должны быть. Ну и последнее, соответственно, это на республиканском уровне мы сами говорим о минимальном количестве. Чтобы не было такого большого разнобоя. Спасибо. Я вас тогда здесь. Так, Любовь Ивановна Курова, я очень объединение учителей биологии. Потому что я была одна. И
поэтому, конечно, много говорили по искусству. Я очень согласна. Девич говорил очень много, правда ведь? Ну как биология, вы сами знаете. Биология есть биология. Это жизнь. И поэтому основная мотивация в биологии – это практическое применение знаний. Для чего я учу биологию? Я всегда говорю, хотя бы себя знать. Что у тебя где болит? А то иногда спрашиваешь, а где у тебя находится желудок? И смотришь, да? Ну, честное слово, в первый курс приходит, я на громко говорю, да? Ладно, все слышат, правда? Конечно, более углубленное изучение биологии. Раньше были, вот Ирина Михайловна даст соврать, при 18-й школе был класс с углубленным изучением биологии. Мы начинали это с 7 класса. И когда они приходили к 10-му, к 11-му, конечно, совсем другой был. Сейчас, конечно, да, я согласна, все время сокращается, все направлено на ОГЭ, и все направлено на ЕГЭ. Я вот проверяю, уже не знаю какой год, ЕГЭ по биологии. Задание становится сложнее. Писать школьники, да и студенты писать не могут. Выразить свою мысль, конкретно ответить на конкретный вопрос не могут. И поэтому я считаю, что, вот, наверное, мотивационный, забыла слово, ну да, мотивация должна быть научить вернуться к тому прежнему и научить говорить. Научить говорить и научить правильно выразить свою мысль. Потому что даже вот школьники должны не только писать ОГЭ, писать ЕГЭ, но они должны участвовать в олимпиадах. Правда ведь? И, кстати, когда вот школьники приезжают на республиканский тур, у нас проблема страшнейшая. Школьники вообще не могут работать руками. Школьники, большинство, я не говорю, что все, но большинство даже не могут настроить микроскоп. Они бедные, сидят вот с такими глазами, они не знают, что такое там окуляр, что такое винт, как настроить освещение. Это вот мотивация. Учить надо, правда? Начинается с школьного уровня. Конечно, естественно, презентация. Я со школы, со студентами ругаюсь. Постоянно презентация. Они устают. Им это надоедает. О, опять презентация. А когда висит ряд таблиц от простого к сложному, и ты можешь тут же показать что-то такое. Вот эта клетка. Вот эта ткань, и вот этот орган, и вот как раз взаимосвязь. Правда ведь? То есть фактически да. занимаетесь школьным образованием всегда? Естественно. Мы начинаем с первого курса заниматься, учиться говорить. Дальше. Вопрос, зачем человек ходил 9 лет в школу? Нет, 11. К нам они приходят. Ну, они, извините, конечно, я победообразование. Да? Вот в этом году открыли новый профиль. Именно с биологией. Мы получили студентов по остаточному. Потому что биология, она сдается в первую очередь, куда идут? Медицина. Затем пошли НОЖ. Потом пошли логопедия, вот правильно как логопедия, в общем, ладно, мы не умели, зоология. А мы на тебе Боже, нам осталось. Вот мы приняли 14 человек, из которых уже 4 ко мне, уже почти, я их ищу, и разыскиваю, родителям звоню. Они сказали, мы просто, чтобы не пойти в армию, потом очень много сирот, которые, извините, держатся, они потом, что скрывать, правда? Продержатся, их отчислят, они пойдут на другой фронт. Просто-напросто. Дальше, про кадровые. Я очень кратко буду, потому что все уже устали. Правда ведь? Вот я открыла сайт Минобрнауки, да, по республике Коми. Кто изучил? Чистые биологи не нужны. Есть учитель биологии, географии, химии. Правда? И поэтому, конечно, для того, чтобы набрать ставку на 18 часов, это очень трудно. Если школа малокомплектная и все прочее. Вот естественно.
Дальше. Это беда школ. Беда нас, как вуза. Мы перешли на бакалавриат. Был у нас специалитет, теперь стал бакалавриат. Я сразу почувствовала в том, что у нас очень резко сократилось время на этой практике. Если у нас на 4-м курсе, на 5-м курсе студент шел, вот, например, с 11 ноября и до 29 декабря. В настоящее время 3 декабря до 29. Ничего. Мы только что разговаривали. Первый курс у меня сейчас химия с биологией. 100 часов дается на биологические дисциплины, 100 на химические, а остальные чего там только нет. Философия, история, какие-то менеджменты, ну все. Но только, да, эта педагогика нужна, психология нужна, я согласна. Тут нужно что делать? Мы что можем? Да, за что вы сделаете? Это пока к нам не повернется наш новый министр. У нас теперь новый министр. Теперь мы не с вами. Да, министр у вас Васильева, а у нас другой министр. А? Да. Нас же теперь разделили. И как еще, что это будет? Я Петровна предостерегала от этого, да? То есть мы, конечно, видим это и но мы сами делаем. Для того, чтобы наша совесть была, как говорится, чиста. Для того, чтобы мы могли предпринять, то есть немощные и безвольные от нас зависят. Нет, ну, конечно, надо писать. Естественно, нужно писать. Мы говорили и нашему руководству, что нужно педобразование переводить. Это мы уже и писали, мы это уже и говорили. Ну, я вот, когда узнала о вашем, как это сказать, методическом слове дальше страшное такое. Писала всем письма, звонила. Вот, ладно, там звонки там не вернут, пишут, да, но все-таки отзовитесь. Что вы его получили? Вот это проблема. И я думаю, что самое главное ваша, сейчас вот наша совместная задача, это создать вертикаль. Да. Согласна. Полностью. Создать вертикаль. Вот был учитель года. Да? Был, я вот как выяснила, один биолог. Ну извините, ну почему вы меня? Я как бы посмотрела, кто участвует в этом конкурсе. Я, например, обшкарпилась. Тоже. Я бы посмотрела, ну правда. Я потому что какое-то новенькое что-то взяла, стала работать со студентами в этом направлении. Я бы написала на своей страничке, на что внимание обратить, правда ведь? То есть к работе конкурсантов, да. К работе конкурса. Обязательно. Обязательно. Конечно. Обязательно в конкурсной комиссии должен быть предметник, правда? Не только предметник, но и работа это. Я считаю, что это обязательно. Там, вы со мной согласны? По-моему, это был победитель, участник прошлого. Ну, если все-таки как мне избрали председателем района, можно было хотя бы подстать. Дальше. Мы идем следующее. Дальше. Ну, про кадры это ясно, да? Пока, конечно, хоть говорят про целевое образование. Когда студенты у нас заканчивают, почему ваши вот равно не отзовут студентов? Мы за это платили? Вот забрать. Приезжают. Говорят, а мест нет. Правда? Очень часто. Что греха таить? Да, конечно, по целевому мы обязаны направить на практику. В 4-м курсе мы стараемся поставить при городе, чтобы показать как. Но 5-й курс мы много отправили. И студенты, что греха таить? Не хотят. Нет, только, да, это, нет, почему? Когда мы заканчивали институт, попробуй не поедь по направлению. Тебя найдут и спросят, и направят, и заставят 3 года отрабатывать. Да, система работала, да, система работала. Дальше, методически. Должно быть единство. Если взять, ну, у нас как-то
Потому что если кто связывался с биологией, сколько линий? Синяя линия, зеленая линия, красная линия учебников, у пасечника вообще линия жизни. Видите, получается, что каждая школа работает своим. Так нельзя. Правильно Васильева говорила, что нужно вернуться к ГОСТу. Есть ГОСТ, правда? Есть требования. То есть все-таки должен быть единое что-то базовое в образовании. Что должен быть единый базовый учебник. Чтобы школьник, переехав с одного города в другой город, он не отстал, он мог бы продолжить образование. Вот это и обязательно, конечно же, ну как биологию, так же как и физику, без лабораторных занятий. Как без рук? Как без рук? Как один мне сказал, презентацию. Ну как это презентация? Ну как это ребенок не потрогает, правда? Если он не посмотрит. Да, конечно, тяжело сейчас проводить экскурсии. Ну, все можно проводить. Конечно, всяких там. Хотя бы экскурсия на станцию вот такую кучу. Да, вы видите. Да, и обязательно должен быть кабинет. Кабинет физики, кабинет химии, кабинет биологии. Этого, ладно, я не хочу обидеть ни математиков, ни преподавателей русского языка. Я не хочу. Да, математика, говорит, нельзя, обязательно должен быть. Или требования, правда? Обязательно быть. Ну как вот кабинет биологии? Ну не будешь же ты бегать с микроскопами отсюда до сюда, правда? Что от них останется? Я напишу, все, позвоню, может еще какие-то проблемы. Еще хочу сказать. Вот вы разъедетесь, да? При разлив обязательно проводятся ресурсные центры. Если какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в адрес РМО. Мы обязательно свяжемся с директором разлива, Палкиным Алексеем. Мы очень много проводим, правда? Да, ресурсный центр, он очень много дает. И подготовка какие-то по всем предметам. По всем предметам, я не вру. Начиная и биология, и физика, и химия, все предметы. Потом у нас есть ресурсные центры при подготовке к республиканскому туру по олимпиадам. Практически тур. Мы показываем. Пожалуйста, звоните, приезжайте. Я всегда. Мой телефон есть, наверное, по всей республике. Звоните, отвечу, буду всем рада. Правда, я далековато сейчас. Или, ну ничего. Да, спасибо. Я в завершение еще я. Да. Все уже без занятий. Ирина Николаевна, я вас слушала. У меня пара просто. Ирина Николаевна, реализация концепции основы безопасности жизнедеятельности на территории Республики Коми. Ситуационно у нас проблема – это удовлетворение запроса обучающихся и их родителей на качественный данного предмета. На школьном уровне реализация концепции может осуществляться через создание электронной образовательной среды, которая привлекает обучающихся. То есть дети должны создавать виртуальный киоск по основам безопасности, в котором будут размещаться соответствующие рекомендации. Для того, чтобы повысить мотивацию учащихся к изучению предмета и повысить престиж этого предмета даже в глазах самого учителя, концепция предусмотрена введение единого государственного экзамена по ОБЖ на такие направления, как туризм, экология, техносферная безопасность. Мы предлагаем несколько расширить перечень направлений и давать Министерству просвещения включить, если будет разрабатываться такая форма этой включить предмет ОБЖ и экзамен на поступление по педагогическому направлению в профиль безопасности жизнедеятельности. Чтобы уже не начинали изучение предмета с нуля. Для развития научно-исследовательской компетентности обучающихся придется также вовлекать учащихся с основами особенностей педагогии, с ограниченными возможностями педагогии, потому что ребенок не может выполнять какие-то нормативы там, в области безопасности жизнедеятельности, проводить научно-исследовательскую работу, ученик
республиканские уровни. Далее, кадровая проблема – это низкий педагогов. И вообще предмет ОБЖ уникальный, заключается в том, что его могут вести все учителя, и качество снижается. Для этого, значит, требуется СГУ разработать магистерскую программу, где будет осуществляться повышение квалификации учителей. ОБЖ. Расширение магистерской подготовки также рекомендовано концепцией, и такая возможность имеется. Также рекомендуется специально проводить региональный конкурс учителей ОБЖ. Конкурса нет, да, потому что кого-то уже подряд учитель уже принимают участие в республиканском конкурсе. Для того, чтобы шире вовлечь педагогов в это соревнование, будет разработать на муниципальном и республиканском уровне данное положение. А на школьном уровне педагогам разрабатывают индивидуальный маршрут профессионального роста, иначе говоря, план самообразования, а на муниципальном уровне нужно запрос педагогов на данную программу. И тогда оценно разрабатывать. Также рекомендуется разработать на базе КРИРО предметный сопровождения педагогов, не только учебно-методические центры по гражданской обороне, МЧС занимались нашими учителями, но что тоже анализировали предметное содержание, которое нам предлагает федеральный государственный стандарт. Проблема в кадрах еще заключается в том, что есть разночтение документов федерального уровня. С одной стороны, рекомендуется, чтобы предмет вели педагогические работники, а с другой стороны, согласно закону о военной службе, о том, что основу военной службы могут вести только офицеры, уволенные в запас, сержанты. Вот эта вот приписка «основы военной службы могут вести офицеры», да, она распространяется, и в этом заключается проблема выпускников. Это методическая проблема заключается в том, что у нас незавершенность разработки учебно-методического комплекса вытянется старого госстандарта методической квалификации, так и нет, поэтому на муниципальном и республиканском уровне работу по обобщению ОБЖ шире наши видеозалы через вебинары. Образом, надо свои методические у нас по содержанию мы ничего не говорим, потому что не надо. Красиво. На самом деле, самое ценное это произошло именно там, на ваших площадках. И вот эта квинтэссенция мы в конечный, да, единый документ этой лично, и вот да, география